Сейчас, когда я в этой форме, мне вспоминается 1986 год, когда я впервые вступил на землю Афганистана. И там я в первый раз надел на себя эту форму. То, что произошло там, до сих пор стоит перед моими глазами. Все, что живо в моих воспоминаниях, как будто это происходит сейчас. Потому что мы прошли такой путь, где было много трудностей, жестокости, крови и смерти. В то время я был совсем молодым. Вырос в деревне, жил с родителями. Ничего я тогда не знал, ничего еще не видал в жизни. И там стала проходить моя солдатская жизнь, начало моей зрелости и возмужания. Сейчас мне вспоминается, как мы в самолете впервые приземлились в аэропорту Афганистана. Он казался таким чужим, страшным. Выйдя из самолета, мы увидели строй солдат, которые отслужили свой срок. Когда мы проходили мимо них, чтобы сесть в другую машину, они злобно кричали: «Эй вы, духи! Смерть вам! Вешайтесь, духи!» Я почувствовал такой страх, от которого леденеет душа. И у меня стали опускаться руки, и я начал думать, почему я оказался здесь, что со мной будет дальше, уеду ли я отсюда живым. Страх охватил всего меня. Потом примерно 2-3 месяца проходили подготовку, и после этого на вертолете нас доставили в город Кандагар. Это горная местность, там нет никакой цивилизации, и вообще там просто невозможно нормально жить. Я попал в батарею из 50 солдат. Нашей главной задачей было прикрывать артиллерийским огнем колонны наших автомашин, которые проезжали через ущелье и везли запасы оружия и провизию. Мы должны были заранее отслеживать возможное расположение душманов и нанести удары по ним из наших пушек. Вот такую батарею я и был зачислен. Первые дни оказались очень трудными, и мне было очень страшно. Мы жили в землянке. Потом через полгода 20 человек из наших ребят отправились сопровождать колонну автомашин, которая везла в нашу батарею орудия и провизию. Там у них завязался бой с душманами. 4 наших ребят погибли. В этом бою 2 получили контузии, были не в себе. Когда я увидел их, то подумал, что со мною, наверное, произойдет то же самое. Однажды я попаду в такую же мясорубку. И вновь мое сердце сжалось от страха. На следующий день, рано утром, командир нас выстроил и стал говорить: «Будьте осторожны, всегда будьте начеку, хорошо охраняйте батарею. Когда идете в сопровождении или попадаете в бой,
то будьте очень внимательны, потому что оружие душманов намного превосходит наши. Пушкаларыбызды биздин баардык курал-жарактарыбызды алганга даяр турат деп. Стал уставать от такой жизни. Начал считать дни и часы, когда я буду дома. Подобные мысли терзали меня все больше и больше. Наступил день, когда мне все это настолько надоело, что я захотел умереть. Просто там невозможно было все это терпеть. Раньше я часто слышал, как кто-то говорил: я побывал на войне, я герой, я видел то, я видел это. А на самом деле, когда попадаешь туда, в какой-то момент тебе становится все равно. Тебе уже ничего не хочется. На все плюешь и думаешь только о том, чтобы уехать домой. Недалеко от нашей батареи был очень глубокий обрыв метров 50-70 глубины. Однажды я решил броситься туда. Не помню, как я там очутился. Ноги сами несли туда. А когда очнулся, смотрю, сижу уже на краю обрыва. Сколько я там сидел, не знаю. Я был в каком-то оцепенении. Помню, у меня текли слезы, меня наполняли горькие мысли. Думал, вот так я, может быть, и умру в молодые годы. Вдруг откуда-то из-за моей спины, словно ангел, появился солдат и начал кричать: «Марат! Марат, подожди меня!» Но я даже не обращал на него внимания, потому что мне было все равно. Я был готов проститься с жизнью. Но тот солдат очень быстро подбежал ко мне и, обхватив меня, резко потянул назад. Позже я понял, что это Бог спас меня через него. В юные годы, когда я ничего не знал, я думал: пойду в армию и вернусь оттуда сильным, мужественным, настоящим героем. Но я не смог вернуться из армии таким. Я пришел озлобленным и гордым. В душе у меня появился какой-то разлад и опустошение. У меня были очень сильные боли в животе из-за язвы в желудке, аж доходил до приступов. Каждый день болела голова, ноющаяся боль пронзали мои кости. Из-за того, что в землянке было то холодно, то жарко, я простудил свои почки. Приехал домой весь разбитый и больной, потерявший всякую надежду в жизни, ожесточенный. Потом через год я женился, подумал, обрету счастье. Но не прошло и 4 лет, как я дважды выгнал свою жену из дома. Не ошибусь, если скажу, что жизнь моя была очень горькой. Я жестоко избивал своих детей, не мог себя сдерживать. Я носил в себе злобу и гнев. И так я потерял надежду на будущее. Жизнь моя рушилась, и я начал пить, заглушать боль водкой. Помню, однажды после выпивки я очнулся и обнаружил, что я валяюсь возле какой-то канавы. В 1996 году мне в руки попала газета «Твой путь». Там было написано о Боге, о том, что Иисус есть Господь и Спаситель. Сначала я не мог в это верить, потому что думал, что родился в мусульманской семье и мусульманам и умру. Затем я стал глубже вникать в то, что читал.
С того времени в мое сердце, в мою жизнь жашоома жүрөгүмө вошел живой Иисус. Я начал читать Библию, начал искать, издей баштадым, начал каалай желать, баштадым. стал стремиться Өмүрүмдүн ушул оңоп делать кетишине все, баардык чтобы аракетимди жасай наладить баштадым. свою жизнь. Бир четинен С другой стороны, на меня яраттар, давила боль аскерден и алган душевные раны, жашоодон алган которые я күчтөр получил в армии. басса экинчи четинен Но я ошол продолжал надеяться Кудайдан на Бога, үмүтүм үзүлгөн жок. который обещал мне и спасение, и жизнь, и Ал исцеление. адамдардын жашоона куткарылуу берет деген сөзүм жүрөгүмө терең орноду. И с этой надеждой я начал молиться, жыйынга бара баштадым, ходить на собрания верующих в церковь, анан жыйындагылардан просил верующих молиться за меня, за мою жизнь, за мою семью. Через год я проходил медицинский осмотр. Мы, отслужившие в Афгане, по закону проходим раз в год обследование. Я уже был верующим, как обычно проходил обследование, и врачи сказали, что язвы в моей желудке нет. У меня перестала болеть голова, и кости перестали ныть. Почечные приступы прекратились. Я был удивлен очень. Для меня это было настоящее чудо, подарок, посланный мне с небес. Я пошел просить прощения у своей жены. Мы помирились. Позже у нас родились еще 2 детей. Все мое ожесточение стало уходить. Бог оказал мне большую милость. Он спас меня, восстановил мою жизнь. Я бесконечно благодарен Богу за то, что моя жена рядом и дети мои со мной. Сегодня я служу в качестве руководителя церкви. У нас есть свое дело. В доме царит мир. Мы не деремся. Я не кричу на свою жену, не поднимаю руку, как раньше. Иисус просто чудесный, чудесный Бог. Я вижу это в своей жизни. Я переживаю это в своей душе и повседневной хождении с Ним. Мени Кудай сактады.